Это новости IT. На минувшей неделе отметились российские ученые, собирающиеся использовать энергию космоса на Земле, якутский IT-парк, который запустил новый третий поток акселератора B8, и CD Projekt Red, которая в разговоре о Cyberpunk 2077 поведала о ведущейся работе над новым Ведьмаком. Это и обсудим. Поехали! Для разогрева начнем с одного интересного исследования. Японские ученые утверждают, что современные гаджеты превращают человеческий мозг в свалку. Так, чрезмерное использование смартфонов и компьютеров может вызвать переутомление, что непременно приведет к развитию деменции и депрессии. По словам директора клиники памяти Окумура, нейрохирурга Аюми Окумуры, в последнее время увеличилось количество случаев нарушения памяти у людей. При этом такой диагноз ставят не только пожилым. В категории риска находятся люди от 30 до 60 лет. Именно они чаще пользуются компьютерами и смартфонами, перегружая свой мозг информацией. И когда ее становится слишком много, мозг не справляется с обработкой и превращается в свалку. Чтобы избежать этого, врачи советуют обязательно давать мозгу отдохнуть, сокращать время пользования девайсами, а также хорошо высыпаться. Полезен и кратковременный 15-минутный сон в обеденное время. Кроме того, специалисты рекомендуют не пользоваться гаджетами во время еды. Ранее также становилось известно, что использование современных девайсов ведет к мышечной гипотрофии, проблеме сухого глаза и близорукости. Однако связь между пользованием мобильными устройствами и развитием онкологических заболеваний доказать не удалось. Купертиновская компания Apple таки сдалась и решила выкатить на рынок свою собственную клавиатуру с трекпадом для iPad. В чем, собственно, новость? Дело в том, что еще Стив Джобс, представляя планшет первого поколения, обозначил его как промежуточное устройство между телефоном и ноутбуком. Некий такой самостоятельный девайс и концепт превращения его в тот же ноутбук, то есть фактически создание планшета-трансформера, всегда довольно холодно встречали в Apple. Однако высокая цена без клавиатурных устройств, превышающая иногда стоимость половины их ноутбуков, сделала актуальным превращение iPad в полноценный персональный компьютер. Все это время такие компании, как Logitech и Bridge, не говоря уже о десятках подвальных китайских вендоров, успешно исполняли желания пользователей заяблочников. Но это не совсем то, так как у сторонних разработчиков нет тесной интеграции с iPad-овской операционкой. Да, к тому же подобные примочки довольно лакомый кусок на рынке аксессуаров, который, как все мы знаем, Apple очень нравится. И уже в марте компания планирует запустить новый iPad Pro, который сможет успешно поддерживать клавиатуру и мышь, превращаясь тем самым в полноценный сенсорный компьютер. Поскольку недавно появившаяся iPadOS основана преимущественно на iOS архитектурно, то типа компьютер станет интересен желающим иметь возможность работать с мобильными приложениями, а не в обычной Mac OS. И, как говорили ранее, планшет-трансформер станет первым, который будет официально реализован Apple. Презентация новинки, однако, зависит от ситуации, сами знаете с чем, но если все останется на прежнем сложном уровне, то представить девайс в режиме онлайн. Куда большие потери несет корейский гигант Samsung. Вьетнам ввел двухнедельный обязательный карантин для прибывших из Южной Кореи, что приводит к серьезным проблемам на производстве. В это время года Samsung отправляет своих работников из Кореи во Вьетнам для подготовки к выпуску новых продуктов, которые будут представлены во второй половине года. Ограничения могут сильно затянуть этот процесс и причинить ущерб планам компании. Samsung Display, который является поставщиками OLED-экранов для Samsung Electronics, Apple, Huawei, обратился к правительству Вьетнама с просьбой освободить от карантина 700 инженеров, которые должны прибыть в страну. В свою очередь, компания обязуется предоставить результаты медицинских осмотров на каждого сотрудника. К слову, южнокорейские фирмы являются крупнейшими инвесторами во Вьетнаме. На долю одной только Samsung Electronics приходится четвертая часть всего экспорта, и компания производит там более половины своих смартфонов. Гарвардские ученые вдохновились примерами дикой природы, а точнее ее водной стихии, и создали робота-осьминога. Благодаря форме щупалец этих моллюсков новое устройство способно захватывать и перемещать предметы практически любой формы. Беспозвоночные морские обитатели, спруты или осьминоги, навели конструкторов из Гарварда и Пекина на мысль о создании гибкого манипулятора. Как и щупальца головоногих моллюсков, робот оснащен мощными присосками.
Благодаря им эластичное устройство может обвивать и захватывать самые разнообразные предметы – листы прозрачной пленки, алюминиевые банки и стеклянные пробирки, яблоки, орехи и даже ловить крабов. По словам одного из разработчиков устройства, Агеста Домеля, попытки создавать похожие бионические механизмы предпринимались и раньше. Они имитировали либо действие присосок, либо движение щупалец. Манипулятор Tentacle Gripper, выпущенный фирмой Festo, совмещает обе функции. Наблюдение за осьминогами и построение алгоритмов их движений позволили воспроизвести способности животных в искусственном изделии. Хотя строение рукотворных присосок гораздо проще, чем у биологического прототипа, они справляются едва ли не с любым объектом. Манипулятор управляется с помощью двух клапанов. Один подает сжатый воздух для сгибания щупальцев, другой создает вакуум в присосках. Благодаря переменам давления конечность захватывает предмет, перемещает его и отпускает. Как полагают разработчики, искусственные щупальца – это не только перспективное направление мягкой робототехники, но и средство, позволяющее лучше понять реальных осьминогов. Внимательный зритель мог заметить, что мы обычно с долей скепсиса рассказываем об отечественных разработках. То откровенно неудачные эксперименты с роботами, то странные и явно заимствованные технологии автопилотов, то непонятный заход на компьютерные рынки. Сегодня будет обратная ситуация, так как проект действительно революционный, и если все получится, то в этот раз гордиться будет чем. Московский радиотехнический институт РАН получил патент на систему передачи энергии с орбитальной солнечной электростанции на Землю. Наши ученые предлагают развернуть ее на высоте от 300 до 1000 километров и при пролете над наземным приемным пунктом передавать накопленную в аккумуляторах электростанции энергию с помощью микроволн. Энергоснабжение Земли из космоса может, во-первых, обеспечить передачу энергии непосредственно в районы ее потребления, в труднодоступные и высокоширотные, без организации наземных линий электропередачи большой протяженности. Второе – это сократить использование углеводородного топлива, добыча и сжигание которого оказывают вредное влияние на биосферу. При этом в российском патенте указан схожий американский 1971 года, в котором впервые была выдвинута идея создания солнечной космической электростанции. Тогда ее предлагалось разместить на геостационарной орбите высотой 36 тысяч километров, что позволило бы все время находиться практически над одним и тем же участком поверхности Земли и тем самым обеспечивать постоянную передачу энергии на планету. Однако в этом случае приемная станция должна быть расположена на экваторе. Российское же предложение позволяет передавать энергию на любые участки земного шара. Из актуальных применений такой способ, если все получится, сможет в первую очередь обеспечить труднодоступные районы. Например, Арктику, ради которой затевалось исследование в принципе. Тем самым зеркало-ретранслятор поможет решить проблему крайне затруднительного либо же вовсе невозможного строительства электростанций на севере России. Первый оператор связи, использующий технологии iOut и M2M, появился в России. Это технологии интернет-вещей, позволяющие совместить все умные функции устройства в одно целое. Оператор Full MVNO провел модернизацию своей инфраструктуры, обновив оборудование узла связи в Москве. Таким образом, компания начала предоставлять услуги связи iOut и M2M на всей территории России. Но пока исключительно для юридических лиц. Он будет использовать сеть как для мобильной передачи данных между умными устройствами, так и в качестве транспортной части программных решений в определенных отраслях промышленности для цифровизации российской экономики. Как отметили в компании, в мире на данный момент насчитывается всего несколько таких операторов. Для России же это первый подобный опыт. Третий поток акселератора B8 стартовал в Якутске. Особенность нового набора в уникальной программе, построенной на основе методики профессора МИД Билла Оллета. В русскоязычном пространстве ее применят впервые. Всего в третий набор поступило 73 заявки, из них отбор прошли более 10 проектов из Якутии и других регионов Дальнего Востока. В том числе и Айгер из Владивостока, ставший победителем стартап-экспедиции в 2019 году. Основатель проекта, к слову, приехал не один, а вместе с семьей, чтобы, по его словам, полностью погрузиться в процесс акселерации. Новый набор продлится с марта по июнь этого года.
Из 12 проектов 4 представители Дальнего Востока, 2 из Владивостока, 1 из Хабаровска и 1 из Улан-Удэ. Второе, то, что мы чуть расширили горизонты, экспериментально начали пускать проекты не только из области IT. У нас есть первые 2 проекта из области биотехнологий. Крупнейшую выставку разработчиков в индустрии игр E3 отменили. Теперь уже официально. Как нетрудно догадаться, причиной вновь стал COVID-19. После тщательной консультации с компаниями-участниками и медорганизациями летнего ивента, который должен был пройти с 9 по 11 июня в Лос-Анджелесе, теперь можно не ждать. Организаторы добавили, что свяжутся с участниками и посетителями E3 и организуют полный возврат средств. Также ассоциация рассматривает вариант ускорить в июне онлайн-экспириенс с новостями и анонсами. Закрывать выставку насовсем никто не собирается. В 2021 E3 вернется в формате переосмысленного ивента, который объединит фанатов, СМИ и индустрию. CD Projekt Red рассказали, что после выпуска Cyberpunk 2077 студия займется еще одной игрой по вселенной Ведьмака. Новая The Witcher, как и раньше, окажется одиночной RPG. У CD Projekt уже есть относительно готовая концепция, над которой сейчас трудится маленькая компания внутри студии. По первым прикидкам, производство следующего Ведьмака уложится в 4 года. То есть, если все пройдет удачно, релиз состоится примерно в 2025 году. Ну а как вы хотели? У всех AAA проектов цикл создания занимает классическую пятилетку, так что все в порядке вещей. Вообще сейчас в CD Projekt 3 основные команды разработчиков. Первая, большая, занимается Cyberpunk 2077 и дополнениями к ней. Планируется не менее 2 аддонов. Вторая тоже большая, занимается мультиплеером Киберпанка, который должен стартовать в 2022 году. А третья маленькая, Ведьмаком. И понятно, что по завершению своей текущей работы большие команды присоединятся к маленьким, чтобы уложиться в сроки и выдать фанатам «Охотника на чудовищ» 10 из 10 на кончиках пальцев. Однако представитель компании уточнил, что следующая игра серии не будет называться The Witcher 4. Скорее всего, она не станет и прямым продолжением, а Геральт не окажется главным героем. Также представитель добавил, что Cyberpunk пока движется в нормальном ключе и намеченный срок 17 сентября, несмотря на ситуацию в мире и всеобщие отмены проектов и мероприятий, должен стать последним, без дополнительных переносов. Ну а на этом все. Повтор программы, как всегда, найдете на YouTube-канале Якутия24, а также в Instagram-аккаунте як24.ru. Увидимся ровно через неделю. Всего доброго.